целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В сегодняшней передаче я познакомлю вас с одним из наиболее крупных, древних и загадочных пещерных городов Крымского Средневековья. Этот город называется Эски-Кермен. Он расположен на длинной, протяженностью около километра, невысокой скале. Ее плоская вершина со всех сторон окружена узкими балками. Около 1500 лет назад люди построили на этой скале удивительную крепость, а затем на ней возник целый город. Почему я называю этот город одним из наиболее загадочных? Дело в том, что это было довольно крупное поселение, но в то же самое время о его истории известно чрезвычайно мало. На Эски-Кермене насчитывается более 400 рукотворных пещер. По подсчетам археологов, на его вершине когда-то стояло свыше 600 домов с 3000 жителей. Но при этом столь крупное поселение не упомянуто ни в одном древнем документе, ни в одной летописи. Его прошлое являлось полнейшей загадкой уже во времена Крымского ханства. В 1578 году здешние края посетил Марчин Броневский, посол польского короля при дворе крымского хана Мехмеда II Герая. Он поднялся на гору и расспрашивал у местных, что это за руины. Но выяснить ему удалось очень немного. «Недалеко от Мангупа и Черкес-Кермена, — записал он, — находится некая весьма древняя крепость и город, но она ни у турок и татар, ни даже у самих греков вследствие крайней древности не носит никакого названия». То есть, иными словами, люди давно позабыли даже имя древнего города и называли его попросту «Старая крепость» или по-крымско-татарски «Эски-Кермен». Восстановить историю древнего города непросто еще и потому, что на скалистой вершине горы обнаружено не так-то и много археологических находок. Однако не все так безнадежно. О жизни древних обитателей города способны поведать сами скалы Эски-Кермен. Эти скалы просто удивительны. Они густо пронизаны пещерами, переходами, окнами, отверстиями. По ним, над пропастями, куда-то ведут ступеньки, а внутри высечены целые залы с колоннами. Эти сооружения настолько гармонично сливаются с природным ландшафтом, что может показаться, будто рука человека и не касалась их, будто скалы такими и родились из морской пучины миллионы лет назад. Однако ни одно из этих сооружений не появилось случайно, и археологи способны по мелким, малозаметным деталям в целом восстановить изначальный облик города. Эта работа непростая, но вполне возможная. По склону вверх поднимается единственная дорога, по которой на гору можно было заехать на повозке или верхом. Вручную вырубленная в скале, эта дорога тройным зигзагом ведет к главному входу в крепость. На ней сразу бросаются в глаза глубокие колеи, пробитые за многие столетия колесами тысяч повозок. А вот менее заметная, но тем не менее очень важная деталь – вырубки по краю дороги. Это не что иное, как площадки для укладки камней.
Это значит, что вдоль дороги была поставлена крепостная стена, и путники въезжали в город по узкому каменному коридору. Тут же, на обочине, следы каменоломни, где брали камень для строительства стен. Блоки нужного размера размечали канавками, а затем откалывали с помощью деревянных клиньев. Прямо над дорогой зияют отверстия нескольких пещер. Большая – это бывший греческий храм, а малая с несколькими отверстиями свидетельствует о своеобразном погребальном обычае, который был принят здесь. Тела умерших, зачастую это были монахи, помещали в продолговатые гробницы и накрывали сверху каменной плитой. Через несколько лет, когда от тела оставались лишь чистые белые кости, плиту отодвигали, кости вынимали и складывали на хранение в специальную малую пещерку. В гробнице со временем хоронили следующего покойника, и так повторялось несколько раз. В начале 20 века в этих пещерках все еще хранились кости многих людей, что жили почти 1000 лет назад. Через несколько шагов еще одна любопытная деталь. Низкая каменная тумба, высеченная прямо посередине дороги. Она служила упором для створок деревянных ворот, рама для которых была установлена в отверстие рядом. И, наконец, перед нами открывается сам въезд в крепость, прорубленный в камне. Эти причудливые скалы с пещерами и лесенками сегодня мало напоминают крепостные ворота, но сверху на них сохранились вырубки для каменной кладки, а это значит, что в прошлом над въездом была сооружена башня, а в обе стороны от нее над обрывами тянулись крепостные стены. Во въездной арке были устроены еще одни деревянные ворота. От них в стене сохранилось отверстие для крепкого засова, а дуги на дороге – это вырубки для створок ворот. Вот как много могут рассказать о древнем сооружении мелкие и, на первый взгляд, незначительные детали. Далее каменный коридор выводит на центральную улицу Эскикермена. В прошлом она шла напрямую через жилые кварталы к центральной площади города. Но теперь бывшая улица теряется в зарослях. Другая дорога ведет от ворот в город над самым обрывом. Там, где обрыв прорезан расселинами, по которым наверх могли взобраться враги, стояли оборонительные стены, а рядом с ними высечены пещеры для караула. Пещер на обрывах Эскикермена великое множество. Они созданы в разное время, и предназначение у них самое различное, по большей части хозяйственное. Например, эта пещера использовалась в прошлом в качестве хлева для содержания скота. На это указывают высеченные в ее стенах петли для привязи животных, каменная кормушка и ниша для светильника. Очень интересные сооружения устроены на западном обрыве Эскикермена. Здесь поверхность скалы покрыта круглыми отверстиями. Это горловины бывших зерновых ям. Подобное сооружение можно встретить в разных местах Эскикермена. В этих подземных цистернах хранили зерно, накрывая их сверху каменными крышками. Подобные же ямы были в древности высечены и в этой глыбе, но спустя несколько столетий нужда в них отпала, и люди высекли в скале пещеру. И отверстия ям зияют в ее потолке, словно световые окна. В соседней скальной глыбе устроена просторная пещера с колонной посередине. Детали ее устройства позволяют предположить, что это могла быть кладовая, в которой хозяева или слуги могли также и отдохнуть. Внутри этой пещеры устроена каменная скамья, ниши для светильников, очаг на полу и погреб для продуктов.
К ней примыкает небольшая темная пещера, где в круглых выемках на полу могли стоять сосуды для масла или молока. Пещеры Эскикермена на своем веку неоднократно доделывались и обновлялись, и потому многие из них могут хранить следы сразу нескольких эпох. И вот хороший наглядный пример этому. В потолке этой пещеры тоже можно видеть отверстие. Это уже знакомая вам горловина зерновой ямы, заложенная камнями. Затем на месте зерновой цистерны высекли целую пещеру и устроили в ней давильню виноградного сока со специальным приспособлением для этого тарапаном, который состоит из ванны для винограда, отверстий для рычага деревянного пресса и резервуара для стекающего сока. Со временем виноградодавильня прекратила свою работу, и тогда пещеру переоборудовали под храм. Вот его алтарь со следами фресок и разноцветных росписей. Их следы, сильно поврежденные временем и туристами, до сих пор заметны в пещере. А в начале 20-го столетия на стенах этого помещения можно было различить красочные многофигурные композиции. Некоторые из них успели зарисовать ученые. А еще через определенное время, как считают некоторые исследователи, храм был заброшен, и пещеру стали использовать как кладовую, вырубив прямо посередине ее пола каменный погреб. Иными словами, в разное время в этой пещере существовали зернохранилище, виноградодавильня, храм, кладовая, и каждая такая перемена оставила в камне свой след. Если спуститься вниз по тропе к подножию горы, то можно увидеть еще один необычный храм. Он высечен в обвалившемся куске скалы, а внутри украшен уникальной фреской. На этой фреске изображены 3 всадника. Один просто скачет вдаль, второй пронзает дракона, а третий везет позади себя ребенка. Это, вероятно, воины, почитавшиеся в греческой церкви как святые – Георгий, Феодор и Димитрий. Фреска была создана, скорее всего, в XIII столетии. Что же за люди населяли этот город? Это были смешавшиеся между собой потомки древних крымских народов – тавров, скифов, готов и алан, и край, который населяли они, назывался тогда Готией. Все это пестрое население было объединено греческим языком и религией, а построить эту крепость им еще в VI веке помогли греки из-за моря, из Византийской империи. У самого входа в крепость расположена просторная пещера с полуобрушенным потолком. Это помещение нередко называют залом суда. Внутри пещеры сохранились колонны, каменные скамьи, гробницы, небольшой бассейн баптистерий, а также необычная деталь – каменный трон в полукруглой нише. Ниша – это алтарь еще одного греческого храма, а трон в ее стене предназначался для главного служителя культа – епископа. Епископы были очень влиятельными людьми в Готии, и имя одного из них связано с событиями, которые поясняют, почему сегодня на Эскикермене мы уже не видим ни стен, ни башен. Спустя 1,5–2 сотни лет после постройки этой крепости Византийская империя в силу разных причин уступила свое первенство в Готии хазарскому каганату. Поначалу хазары мало вмешивались в жизнь Готии, но когда они решили поставить тут в горах свой военный гарнизон, готский епископ Иоанн поднял восстание. В 787 году восставшие изгнали хазарских солдат. Однако Каган быстро вернул ситуацию под свой контроль. Епископ на некоторое время попал в темницу, а укрепления мятежной крепости были снесены.
После этого крепость на некоторое время пришла в запустение, но затем на ее месте начал разрастаться город, хотя уже и не укрепленный, но зато густонаселенный, с многочисленными улицами и кварталами. Место, где располагались эти жилые кварталы, давно заросло лесом и кустарником. Лишь груды камней вдоль едва заметных троп напоминают о былых домах и улицах. Раскопки показали, что здешние дома стояли внутри глухих дворов, были крыты черепицей, их первый этаж был выстроен из камня, а второй из самана. Археологи расчистили от зарослей участки нескольких таких усадеб. Они стояли на выровненных в скале площадках, в которых заметны ямы, служившие в качестве погребов и подвалов. Одна из таких усадеб просто огромна – 44 на 36 метров. Не исключено, что в ней жил местный правитель. А на месте этих зарослей в древности располагалась центральная городская площадь. Посередине ее возвышался большой византийский храм, от которого остались лишь эти ряды аккуратно пригнанных камней. Посол Броневский, побывав тут в XVI веке, тоже застал лишь руины. Он писал: «Храм, украшенный мраморными и серпентиновыми колоннами, ныне простертый на земле и разрушенный, свидетельствует, что это место было некогда значительным и славным». Обломки колонн и сейчас заметны среди развалин. Тут же находят и осколки черепицы с кровли, и кусочки штукатурки самых разных цветов. Видимо, храм был изнутри богато расписан фресками. А теперь вернемся к обрыву, чтобы не пройти мимо одной из главных достопримечательностей Эски-Кирмена. Большое отверстие в скале напоминает вход в очередную пещеру, но на самом деле это куда более грандиозное сооружение. Крутая извилистая лестница со стертыми ступеньками ведет на 30 метров вглубь скалы. Это осадный колодец Эски-Кирмена. В мирное время воду в город могли доставлять и из родников окрестных балок, но во время осады единственным источником влаги для горожан оставался этот колодец. Там, глубоко внизу, высечена глухая и темная пещера, которую заполнял водой вытекающий из скалы родник. Люди могли спуститься по крутым ступеням и вернуться вверх с полным кувшином. В наши дни осадный колодец практически пуст. Лишь на дне его плещется немного воды. Дело в том, что в шахте колодца над самым уровнем воды в стене зияет большая сквозная пробоина. Возможно, она была сделана хазарскими воинами, когда те, по приказу Кагана, сносили эскикирменские укрепления. Они сделали это потому, что источник имел не меньшее стратегическое значение, чем любая стена или башня. Ведь, имея автономный источник воды, крепость была способна выдержать многомесячную осаду. Заросли на месте древних кварталов уступают место травянистой степи. Здесь город заканчивался. Отчего же он пришел в упадок и исчез? Раскопки показали, что наземные здания древнего города погибли в огне колоссального пожара. В подвалах некоторых усадеб под завалами камней обнаружены человеческие скелеты. Черепа одних
несут на себе следы сабельных ударов, другие скорчились в неестественных позах, как будто задохнулись в подвалах от жара и дыма. Археологические находки уточняют, что случилось это на самом рубеже 13 и 14 столетий. Так что же все-таки здесь произошло? В истории Крыма это было время ожесточенной борьбы между ордынским ханом Токтой и его главным советником, беком по имени Ногай. Этот влиятельный бек долгое время помыкал молодым ханом, как хотел, а когда тот попытался взять власть в свои руки, Ногай восстал против Токты и отнял у него обширные территории, в том числе и Крым. Завладев полуостровом, Ногай послал сюда своего внука, чтобы тот собрал дань, но жители Крыма убили бекского посланца. Тогда, в 1299 году, Ногай привел в Крым большое войско, которое в отместку дотла разорило Судак, Кыркьер и Сары-Кермен, то есть Херсонес, на месте нынешнего Севастополя. А поскольку Эски-Кермен лежал на пути к Херсонесу, то удар обрушился и на него. В конце концов, Токта победил Ногая, но спасти разрушенный город это уже не могло. Он угас окончательно, и его руины стали зарастать лесом. Вот, наконец, дорога подводит к узкому северному краю обрыва. Казалось бы, дальше пути нет. Но в укромной расщелине можно заметить ступеньки. Узкая тропа, прижимаясь к скале, спускается вниз. Это так называемая северная калитка, потайной и очень хорошо охранявшийся спуск с плато. А в конце тропы, замаскированный зарослями, открывается еще один потайной ход. Ступени выводят на вершину высокой, отдельно стоящей скалы. Тут, оборудованный деревянными навесами и оградами, стоял передовой дозорный пункт крепости. В случае войны стражники могли легко обстреливать отсюда неприятелей, рвущихся в долину, а заодно и держать на прицеле потайную тропу к северной калитке. А в годы мира, которых в истории любой страны, конечно, гораздо больше, они летними вечерами могли наслаждаться с этих высот роскошным пейзажем крымских предгорий. И я уверен, они восхищались им не меньше, чем мы сегодня. Ведь приходят и уходят завоеватели, возникают и угасают города, а Крым остается прежним, вечным и прекрасным.